Я так человек творческий, на сцене мне нужно быть яркой. Что значит нет личной жизни? Это как? После процедуры ни одного синяка у тебя. Я хочу, чтобы она занималась спортом всегда. Сумка шик вообще. Знакомьтесь, это Виктория. Новая героиня реалити-шоу «До и после». Виктория не выглядит на свои 52 года. При этом она никогда не была у косметолога. Но мы хотим узнать секрет молодости в этой программе и в то же время понять, может ли наша героиня выглядеть еще моложе. Виктория занимается творчеством. Она музыкант, играет на скрипке, поэтому это будет необычная программа «До и после». Смотрите прямо сейчас. Вика, привет. Привет, Оль. Как у тебя дела? Давай поздороваемся с тобой. Слава богу, все хорошо. Я так рада тебя видеть. Взаимно. У нас на проекте, проект называется «До и после». Я надеюсь, что ты знаешь о нем. Я не только знаю, я все серии пересмотрела. Но мне проекты очень приятно это слышать. Ты знаешь, я думаю, что нашим экспертам будет тем более приятно слышать, что ты все посмотрела, со всеми экспертами заочно знакома. Да. Что ты скажешь о проекте? Ну, замечательно, новая идея. Очень рада, что у нас в Кыргызстане, потому что серию проектов, допустим, не такого в этом плане я видела. И так всегда внимательно следила за героинями, как они меняются. И когда вот ты, Оля, открыла этот проект здесь, было очень приятно. И я даже не думала, что на него попаду, если честно. То может быть. Но такую творческую личность, такую талантливую скрипачку я не могла не пригласить в наш проект «До и после». Ты знаешь, потому что с творческими людьми работать какое-то другое, да, удовольствие, скажем так, по-другому. Творческие люди себя преподносят. У тебя, я думаю, и жизнь богата на какие-то события, возможно, не так, как у обычного человека. Я привыкла быть в центре внимания, и я хочу быть. Это вот, не знаю, моя натура, наверное. Угу. Так что сказать, что я тихо хочу в уголочке всегда сидеть, нет, это не про меня. Но мы тебе предоставим абсолютную площадку для того, чтобы быть в центре внимания. И я хочу, чтобы ты в этом проекте новое такое вдохновение получила. Ты будешь, наверное... Я на это надеюсь. Я как бы буду работать в этом направлении вместе с вами активно, поэтому... Да, хочется, я не знаю, профессионалам, отдамся им в их руки. И надеюсь, если как бы все получится, результат мы все должны увидеть. Расскажи о своей личной жизни. Но меня интересует именно личная жизнь твоя. Ты понимаешь, да, что я подразумеваю? Личная жизнь – это когда рядом с тобой должен находиться какой-то мужчина. То есть у меня муж умер 8 лет назад, а детей как бы не хотелось… Травмировать? Я думаю, что это всегда новый человек в семье, это возможно, такая боязнь была, поэтому вот вырастила, сейчас, может быть… Начнешь? Да, может быть. Сколько тебе сейчас лет? 51. Ага, ну ты обалденно выглядишь. Я тебе могу сказать, что ты просто вечно молодая. Это можно вычеркнуть. Почему? Это секрет, да? Ну хорошо, ладно. Ну мы пока будем это скрывать, мы не скажем пока экспертам, сколько тебе лет, пусть они угадывают. Хочу просто мнение экспертов услышать и их видение. Всех приветствуем, мы с Викторией вместе. Это Дмитрий Сергеевич Прокопьев, пластический хирург, это Максим Комаров, психолог. Это Диана Курбанова, врач, косметолог клиники Diva Effect и Зухра Табалдиева, стилист-имиджмейкер. Тебе предстоит следующие пару месяцев с ними очень плотно контактировать, работать и буквально перевоплощаться так, как ты хочешь. Ну скажи, какие у тебя желания прежде всего? Даже не знаю, я вот хочу просто мнение экспертов услышать и их видение, потому что, допустим, я в каком-то облике в своем нахожусь уже достаточно долгое время, да, и может быть мне что-то хочется изменить, и к кому бы я ни попадала бы, да, я все равно настаиваю опять на том же образе, поэтому я смиренно как бы перед вами. И, если вы что-то выберете, я так человек творческий, на сцене мне нужно быть яркой. И
если что-то. Но вы уже заметили, да, что Виктория и так очень яркая. Кому конкретно ты пришла? Вот больше всего мне очень хотелось попасть к косметологу Это Диана и Курбанова. стилисту. Ага, из Уграда Балдиева. Да. Наконец-то, Хотят да? все Наконец-то, в основном хотят к пластическому хирургу. Вот Точно, сколько я точно. знаю, первое имя всегда звучит ваше. Это правда, да. Ну, Вик, ты уважила и Диану Курбанову, и Зухруту Балдиеву. Я думаю, что они с удовольствием с тобой поработают. Кстати, Диана, Виктория в своей... Ну-ка, угадайте, сколько Вике лет? Ну, очень хорошо выглядит. Я в этом удивлена вообще. Ну, угадай, сколько лет? Какие ваши предположения? Около 40. Ага. 18. Дмитрий Сергеевич, вы джентльмен, но вы же врач. Диана, ну подойдите поближе к Вике и посмотрите на нее. Ведь человек ни разу не был у косметолога. Виктория, ну на самом деле вы очень хорошо выглядите, у вас хорошая генетика, но я вижу, что вам и не 30 лет, поэтому есть чем поработать. Когда вы придете в наш центр, мы проведем вам компьютерную диагностику кожи, выявим ее потребности и будем работать. О, как? Вот так-то, по адресу попала. Ну я поздравляю тебя, поздравляю. Зухрата Балдиева, наверное, это ваша очередь прокомментировать эту сложившуюся ситуацию. Я вообще Подходите. удивлена, что вы на нашем проекте. И услышав ваш возраст, вы очень шикарно выглядите. Спасибо. По поводу вашего запоминающегося образа, вот вы знаете, вы когда зашли, мне было ощущение, что вас где-то уже видела. И, скорее всего, по роду вашей деятельности мы где-то пересекались, и действительно вы не изменились с какого-то периода. Это бывает хорошо, бывает не очень хорошо. Все зависит от того, какие ваши внутренние желания. Вы сказали, что вы любите выглядеть ярко, но я сейчас этого не вижу. Почему? Яркости? Да. В черном, наверное, потому что. Ну да, черный цвет не является ярким. Сегодня было удобно. Просто сегодня да, так просто, было. да, просто поправилась, и это, естественно, вот бумеранг Защита, такой. защита. Кстати, вот вам и всем зрителям говорю, что черный цвет он не скрывает наши килограммы. Если вы набираете вес, то не нужно уходить Вообще в никакой черный цвет не скрывает Да. килограммы. Что есть, то есть, и не нужно зажимать себя какими-то цветами, ограничивать себя в жизни из-за лишних килограммов. Будьте тем, кем вы сейчас являетесь. А все остальное мы с вами уже там, на консультации. Максим, у вас есть что-то сказать по поводу внешности Виктории? Потому что, ну, наверное, вы еще с ней не познакомились. Ну, внешность больше, наверное, не ко мне, я больше, наверное, за ее какое-то моральное состояние. И об этом, я думаю, мы уже на личной какой-то встрече более детально обговорим. Мгм. Хорошо. Есть у тебя вопросы к Максиму? Я думаю, что на вечную встречу как Обговорите. раз-таки, да, потому что иногда в попыхах что-нибудь скажешь, потом переживаешь, и еще хуже того ешь. Здесь это целый не день. работает, в нашем проекте это не работает. Тут надо говорить вообще все, что приходит в голову абсолютно. Приходит Вот в есть голову вопросы, всегда. задаешь. Нет вопросов, тоже задаешь. Нет, отсутствие вопросов не может быть просто. Ну, если человек Ну, конечно, не думающий, умный. Я даже не знаю, как это описать. Я не хочу сказать, что меня вообще нет. Теперь. То есть теперь мы у тебя есть, Да. или ты у нас Да. есть. Теперь вы у меня есть, я думаю, вообще везде все. Давай обнимемся тогда, ладно. Да, если что-то даже, чего-то у меня отсутствует, то сейчас все восполнится. Отлично. И Дмитрий Сергеевич, наконец-то человек пришел не к вам, но все-таки, возможно, она хочет попасть к вам. Я всегда рад, когда человек к нам приходит не ко мне, потому что я люблю свою работу, но я люблю свою работу в тех случаях, когда человек готов, когда он сам что-то хочет, когда он не... Я вижу много разных вещей в человеке, но задача, на мой взгляд, пластического хирурга – воплотить вашу собственную какую-то мечту, желание, и чтобы вы сами получили удовольствие от этого, смотря на себя в зеркало. Вот, так же, как у психолога, может быть, внутреннюю часть он лечит, то есть исходя из вашей потребности. Также я, как пластический хирург, есть такое выражение, что пластический хирург – это психолог со скальпелем. То есть, грубо говоря, я стараюсь ваши собственные желания подкорректировать и исправить. Если у вас появится что-то, вы придете ко мне на консультацию, мы с вами более подробно можем это обсудить. Я думаю, консультации все равно нужно получить. Обязательно, Да? обязательно. Возможно, Диана Курбанова скажет, что все ваши проблемы решаются с помощью Только чистой так. косметологии. Да. А, И мне кажется, да, да, по крайней мере, точно стоит заняться своим лицом, потому что, ну, косметология сейчас это волшебная отрасль, я сама по себе знаю. И очень уважаю Диану. Вот, Вик, я поздравляю, что ты в проекте. спасибо, что вы меня пригласили.
Мы тоже очень рады. И, может быть, что-то сыграешь? У меня личной жизни, в общем-то, практически нет, и я думаю, что, может быть, где-то собака зарыта. Что значит нет личной жизни? Это как? Не совсем понимаю. Нет, вы спрашиваете, что бы вы хотели в проекте, а может быть, это поможет мне и в отношениях со второй половиной подкорректировать что-то, может быть, я. То есть найти вторую половину? Я правильно понимаю? Или уже... если и конечный исход, да. Если да. Я как понял, что второй половины нет. Нету. Ну вот, поэтому, грубо говоря... А есть ли какая-нибудь тема, ну, допустим, не поверхностная, а поглубже, которую ты хотела бы конкретно с психологом обсудить? Ну, может быть, даже не на камерах, а вообще на личных встречах. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Хорошо. Тогда, я думаю, у тебя есть время подумать, пока ты в проекте, у тебя есть возможность, как ты говоришь, подправить внутри, да, в душе. И я думаю, тогда на сегодня мы завершим наше знакомство. Хорошо, спасибо. Все, тебе спасибо. До встречи. Для начала Виктория изучила портфолио всех наших экспертов и поняла, что им можно доверять. И хотя Дмитрий Сергеевич сможет помочь Виктории, но лет через 10, сейчас наша 52-летняя героиня находится у Дианы Курбановой в клинике Diva Effect. Вы, Виктория, сегодня первый раз, да? Первый раз. Никакие процедурки, ничего не выполняли, да? Нет. Ну хорошо. Это очень хорошо работать с такой девственной кожей, да, потому что она всегда очень так благоприятно реагирует на все процедуры. Для начала ей делают самую популярную процедуру проекта – лазерный пилинг. Сезон этой процедуры начинается в октябре и заканчивается в апреле. Но благодаря пасмурной весне в этом году Вика успела почувствовать, что лазерный пилинг – суперэффективная омолаживающая процедура. При этом надо тщательно прятаться от солнца. Спустя месяц Виктория снова приходит в клинику Diva Effect для продолжения омолаживающих процедур. Наша цель – сделать молодую и красивую героиню еще моложе. Возможно ли это без помощи пластического хирурга? Наш врач-косметолог Диана Курбанова уверена, что да. Она делает Виктории процедуру, укрепляющую овал лица. Ставит ей мезонити. Выглядит это немного необычно, но эффект от мезонитий будет сохраняться 2-3 года. И, конечно, Диана рекомендует сделать героине инъекции ботулотоксина и контурную пластику. Всегда позитивная Виктория в восторге от результата. Вик, привет, привет, я тебя рада видеть, ты очень красиво выглядишь, ты очень хорошо выглядишь, помолодела. Спасибо, Оль. Все благодаря вам. Смотрю, после процедуры ни одного синяка у тебя. На удивление. Я, честно говоря, думала, что даже не смогу на улицу выйти, вот так не закутавшись, а тут такое. Я смотрю, ты постройнела. Я попыталась похудеть, но хочу еще, если честно. Я хочу тебе помочь, постройнеть еще больше, чтобы, ну, как известно, стройность – это наша молодость. Да. Поэтому давай стройнеть вместе, и я тебе приготовила пару сюрпризов, направленных именно вот на это. Это тренажеры? Еще пока нельзя узнать.
Но ты скоро узнаешь. Это будет приятно, я тебе могу сказать. О, идем, прям бежим. Вик, как я и обещала, мы с тобой сегодня пришли в ресторан «Печки-лавочки», где с сегодняшнего дня ты начнешь питаться правильно, питаться сбалансированно с помощью доктора Лодыря. Ну, есть такой человек, я тебя сейчас с ним познакомлю, его зовут Дмитрий. Он тебе подскажет, какие продукты надо употреблять. И вот это сбалансированное питание у тебя будет в течение недели. Ежедневно тебе будут доставлять полностью 5-разовое питание с перекусами. А вот и Дима, смотри. Дим, ты очень вовремя подошел. Вот это Виктория, наша героиня проекта «До и после». Она прекрасная, она очень творческая. И твоя задача сделать ее теперь стройной. И высокой. И, ну, если можно, высокой. Это я не знаю. Я пообещала ей... Я пообещала ей, что у нас будет 5-разовое питание каждый день, что она будет питаться правильно, сбалансированно и так далее. От вас зависит, а мы предоставим то, что вам необходимо для этого. Вот наконец-то сбылась моя мечта, потому что я давно хотела, но мне не хватало самодисциплины. А когда кто-нибудь мною в этом плане будет руководить, и я буду чувствовать ответственность, некоторое, как сказать, начальство такое в этом плане. Дима очень строгий, он может наказать даже, если ты не будешь соблюдать что-то. Вика, давай, соглашайся. Нет, я только за, я буду соблюдать все. Все, отлично, пошлите. Цель какая у нас? Давайте начнем с этого. Да, я очень бы хотела похудеть. Вы знаете, я слово «похудеть» в своей практике вообще стараюсь не применять, потому что плохой корень. То есть мы называем это «постройнеть». Ну да. Постройнеть, верно. Сейчас произведем расчет. Какой ваш текущий вес в килограммах? 70-72. Рост? 161. Возраст полных лет? 51. Степень активности ежедневно. Есть ли физические нагрузки, тренировки? Нет, я сейчас физическими нагрузками не занимаюсь, но я хожу час-полтора утром и столько же вечером. Хорошо. Вот ваш базовый метаболизм с учетом ваших параметров составляет 1377 килокалорий. Угу. То есть благодаря за счет правильного расчета на первоначальном этапе, то есть той калорийности рациона, которая вам необходима, за счет точности расчета и технологии приготовления блюд, мы вас обеспечим правильным питанием Life Food на весь день, и вы при этом будете стройнеть, питаясь 5 раз в день. Радует, что 5 раз. В течение режима нам необходимо соблюдать определенную дисциплину. Питаться будем равномерно в течение дня, начиная с завтрака до ужина. Завтрак не пропускаем, как это делают многие. Обязательно завтракаем, ужин за 3-4 часа до сна и остальные приемы пищи в течение дня равномерно распределяя примерно между приемом пищи промежуток должен 3-4 часа составлять. Ну, готовы? Да. Ну, тогда начинаем. Виктория находится на том самом этапе преображения, когда основные процедуры позади и впереди лишь самое приятное. Например, перманентный макияж на студии «Звезда». Встреча с Татьяной Севастьяновой всегда располагает к новым знаниям, особенно в области перманентного макияжа. Перманентный макияж – это тоже очень серьезная процедура, использование которых необходимо стерильные инструменты. Это немаловажный момент в основе процедуры лежит. Также мы будем использовать качественные пигменты и оборудование. Надо сказать, что Вика обладает яркой внешностью. У нее ярко выраженные брови, хотя перманентный макияж добавил им четкости. И глаза ее засияли еще сильнее. Находящиеся на правильном питании Life Food
Впервые героиня проекта «До и после» чувствует изменения в своей жизни, в своем распорядке дня и в своей фигуре. Кто еще способствует этим переменам? Ведущая Ольга Че не смогла удержаться и решила поинтересоваться, кто же дает Виктории такой стимул к жизни. Я немного удивился, потому что мама обычно не участвует в таких вещах, как бы. Он меня заставляет заниматься спортом. Бесконечно. И запрещает есть дома. Я хочу, чтобы она занималась спортом всегда. Без остановки. Она поддается, да, она смотрит на меня, она хочет тоже просыпаться по утрам, в 6 утра мы встаем. И она идет бегать или гулять. Вот, какая-то ревность такая была, вот несколько мужская. А сейчас он говорит: мам, пора замуж выходить. У нее очень много ухажеров, постоянные звонки, постоянные письма. Я постоянно это наблюдаю, но мама к себе никого не подпускает. Чтобы она была тоже добрая, и чтобы они любили друг друга. И если они будут любить, я полюблю ее тоже. Я думаю, что он плохой не выберет. Я вижу ее просто счастливой. Хочу, чтобы она просто была счастлива, жила в свое удовольствие, не работала благодаря мне. Вот такой я вижу свою маму, независимой. Виктория продолжает работать и играет по вечерам на скрипке в заведениях города, даря людям мечты и фантазии, эмоции и переживания. Сама Вика при этом продолжает находиться в проекте «До и после», в котором одну из главных ролей играет любимый зрителями эксперт, психолог Максим Комаров. Перед каждым финалом наши героини встречаются с ним и делятся своими эмоциями. Не каждая способна открыться на сеансе психолога, учитывая, что идет съемка реалити-шоу. Для Виктории самые основные преображения практически закончены. Что она чувствует сейчас? Сегодня ты мне упомянула про некий график, режим. Чем важно тебе быть? Не в режиме или не в графике? Вот про питание. Я обнаружила, я не думала, я знала, что я свободолюбивая, да? Несколько взбалмошная в жизни, несколько такая нетерпеливая, но трудолюбивая. И я думала, если я много тружусь, работаю, то я человек системный, там. Но оказалось, вот когда мы коснулись питания, и мне из ресторана привозили по проекту это питание на сутки, эта система меня на 3-е сутки выбила из себя. Так, система или твое какое-то нежелание употреблять именно это? Нет, все было безусловно вкусно. Именно это тоже было очень вкусно, потому что меню было настолько разнообразное, вкусное. Я даже не ожидала, что можно так, так худеть. Голодать не назовешь голодом, потому что Татьяна такое разнообразное меню. И семга, и мясо, и медальоны, и креветки, и устрицы. Все было в рационе, и фрукты, все. То есть тебя поставили в рамки? Да, вот я не могла сказать это. А что сегодня ты сможешь унести отсюда? Есть что-то, что ты сможешь? Вот... Конечно. Ну-ка, для себя, это не для меня, для себя скажи. Как я поняла, чтобы мне было полезно не чувствовать груз надобности, вот это вот, то, что я что-то делаю, и я всегда испытываю насилие над собой, да, что это надо. Где-то я это спокойно переношу, как потяжелее ноша, да, работы, то я надо, но получается, что я не понимаю,
что это полезно для меня, и что я этого хотела изначально. Я же на это, я этот шаг, я же могла этот шаг не сделать. Ты слишком концентрируешься на этой точке. Только не на хочешь той точке, смотреть что более обширно. тяжести, да. Вот сейчас, и это мне же поможет это, и мне будет все легче делать. То есть ты сегодня забираешь вот это, да? Это прям огромных спасибо за эту тему, потому что я даже и не собиралась, и не думала об этом разговаривать, и не думала, что мы об этом поговорим. Так получилось. Хорошо. Тогда что, завершаем? Да. Все, спасибо, что пришла. Спасибо, Максим, огромное. Пока. Здравствуйте, мы находимся в магазине Finflair. Одежда Finflair – это одежда для мужчин, женщин и детей. И сейчас я всю эту красоту вам покажу. Основанный в 1965 году, появился у нас в Бишкеке, в ГУМе, на втором этаже. И если вы предпочитаете комфортные вещи, то Finflair – это ваш бренд. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Зухра. Как у вас дела? Ой, отлично. С чем вы ко мне пришли? Мне бы хотелось, я даже хотела сказать, кардинально очень измениться. И у меня самой это не получается. Я все равно покупаю одни и те же вещи или обшиваюсь как-то там, ну, как приходится. А какой ваш образ? Мне бы хотелось остаться в яркости, да, но, может быть, вам поубрать, пугающий. Ну, я попытаюсь прочитать ваши мысли, которые даже вы не можете сформулировать. Поэтому не будем уходить далеко. Я предлагаю посмотреть наш первый образ. Вы готовы? Конечно. Ко всему готовы, да? Да, я очень хочу. О, ну это несколько даже в моем стиле чуть-чуть. Но более закрытая вещь, такая, потому что у меня были открытые все вещи. Она в вашем стиле. Но тут осталась яркость, та самая цветовая яркость, но практически костюм закрыт. Да. Нет того, что вы о чем говорили, декольте, короткого мини, поэтому попробуем сыграть на таком контрасте. Ярко, но не открыто. Мне очень нравится. Пойдемте вместе. Хороша. Мне очень нравится. Что вам здесь больше нравится? Цвет, безусловно, цвет, освежающий, такой яркий, тем более сейчас в тренде этот цвет. Здесь кое-что скрыто, все, что надо, подчеркнуто, все, что надо, скрыто. Заметьте, нет глубокого декольте. Да, и тем не менее все прекрасно смотрится. И платье, оно практически, оно в пол. Да. Так что все учтено. Ну вот смотрите, этот образ, он больше о вас, да, то, что вам ближе. Мне немножко изменило кое-какие детали, но в целом это ваш образ, он вам ближе. Да. Делаю это специально, чтобы, я знаю, что творческие люди, они такие очень импульсивные, очень тяжело что-то рассказать, пока вы сами это не примете. Поэтому, чтобы вас умаслить, я сделала образ, который будет вам более близок к себе. Но теперь я предложу вам немножко другой вариант, как бы я бы видела вас в повседневной жизни. Потому что нам необходимо разделить ваш сценический образ и вашу жизнь повседневную. Вы готовы? Там ничего страшного нет? Тогда продолжаем. Ух, да, это вообще полная противоположность всем моим нарядам. Даже не знаю. Что здесь другое? Здесь все другое. Давайте на вас посмотрим, потому что я все хочу это увидеть на вас. Давайте посмотрим. Тогда идем переодеваться. Хорошо.
сумка шик вообще, брюки бесподобно. Я не могу детально описать, но мне в общем нравится. Сумка вообще. Она просто актуальная, видишь? Не могла пройти мимо неё. Да. Виктория, что мне хотелось добиться этим образом? Я хотела вам показать, что нужно снимать этот сценический образ, оставлять его там на сцене и спускаться в жизнь к людям, своим близким, с тобой. Той самой Виктории, которая на самом деле внутри не женщина вам. Она очень элегантная, очень милая, очень нежная. Спасибо большое. Ну все, тогда мы до встречи уже на финале. У нас будет еще один третий образ. Не знаю, каким он будет, там уже как пойдет. Но я думаю, что вам тоже он понравится. Да, мне бы хотелось, чтобы сценический образ тоже несколько, если этот третий образ будет сценический, если это возможно, то вот именно в том образе немножко изменить меня. Спасибо большое за пожелание, я учту. И если Вселенная будет нам что-то благоволить, оставить, конечно, то я учту все ваши пожелания. Тогда до встречи на финале. До встречи. До свидания. До свидания, Зуфра. Спасибо большое. Это стилист салона премиум-класса InStyle Сергей Чумаков. Сегодня он будет готовить Викторию к финалу реалити-шоу «До и после». Ее ждет покраска, стрижка и стильная укладка. Знакомьтесь, это визажист салона InStyle Попова Ксения. Ей предстоит сделать окончательный образ Виктории. Красивый макияж не повредит даже женщине с такими изумительными глазами. Не правда ли? И теперь она готова к встрече с экспертами. Добрый день, уважаемые эксперты! Я рада вас приветствовать на финале нашей героини Виктории в проекте «До и после». Я надеюсь, что вы все помните эту сногсшибательную, яркую и музыкальную, главное, особу. И надеюсь, что вам всем, ну, кроме, может быть, Дмитрия Сергеевича, есть что о ней сказать. А я, да, почему? Вам тоже, да? Вот, я хочу сразу же пригласить Викторию к нам сюда, потому что она уже готова. Давайте встретим ее бурными аплодисментами. Ну, Виктории не привыкать к аплодисментам, правда, Вика? Ну, не хочется спорить. Аплодисменты – это ее жизнь, и поэтому еще раз аплодисменты, аплодисменты. Мы готовы тебе аплодировать сегодня, потому что ты и так выглядела великолепно, а сегодня выглядишь, ну, просто сногсшибательно. Я думаю, что мужчины, наверное, в первую очередь скажут об этом. Да. Вы и когда пришли к нам, очень эффектно выглядели и очень эффектно зашли, наверное, в проект. Прям это правда было здорово. Дмитрий Сергеевич. Красивая девушка, которая к нам пришла красивой и сейчас уходит еще красивее. Вот. На вас нет отпечатка возраста, вы вне возраста, девушка вне возраста. Зухра, как ты думаешь? Вика великолепно выглядела, она пришла до, я уверена, что рука Дианы тут постаралась на славу, потому что выглядите просто шикарно, такая прям дива. Под стать вашей работе. Расскажи нам о проекте, о нашем, как ты через него прошла? Вы мне дали какой-то толчок к новой молодой жизни. Что-то такое произошло, и очень большая работа психолога здесь была, потому что столько моментов я для себя открыла, думала, что это незначительно, что это мелочи в жизни, которые составляют, из которых происходит, ну, составление нашей жизни, да. Потом Дмитрий Сергеевич, большой молодец. Я, честно говоря, когда приходила на проект, я не собиралась, да, я сразу сказала, что я хочу к стилисту и к косметологу. Дмитрий Сергеевич сказал, ну, посмотрела, сказала, что, если честно, говорит, то мне здесь негде поработать, пока еще рано. В
том виде, в каком я сегодня, в общем-то, это Зухра, это ее взгляд, это, который мне тоже импонирует теперь. И я совсем недавно на днях взяла, в общем-то, идентичный наряд тем, которым я появлялась на проекте. Ну, то есть это будет видно в передаче. Но все-таки самые главные люди – это Диана Курбанова, да, и Татьяна Севастьянова. Да. Я их хочу благодарить. И, конечно же, стилисты салона InStyle, которые сегодня тебя уже довели, скажем так, до совершенства. Сергей просто… Да, очаровашка. Тонкий, очаровательный, очень хороший. Скажи, что в твоей жизни изменилось? Что у тебя вообще произошло за это время? Самое главное, изменилась я внутри. Я думаю, что я внешне тоже изменилась, потому что я сейчас получаю кучу комплиментов. А сейчас иди посмотреть на себя в зеркало. Даже немножко. Пригласила на встречу вот меня, изменившийся такой, да, своих родных и близких мне друзей. И давайте позовем их. Это одно из самых, я вот думаю, выдающихся, а вот в этой жизни возможности людей подарить и сделать из такого вот что-то такого вот уходящего, заново приходящего. Ура! Героиня реалити-шоу «До и после». Виктория, 52 года. Хотя впервые, неважно сколько ей лет, как говорят французы, столько, сколько сама женщина готова озвучить. Виктория прошла через косметологические процедуры, перманентный макияж, курс правильного питания Life Food, стильные преображения, и теперь она выглядит еще моложе. Команда экспертов «До и после» справилась с задачей преображения. Аплодисменты! Своим друзьям здоровья желаю, своим друзьям